Певцы, юмористы, режиссеры и артисты. Кто претендует на главный пост страны? Кому президентская кампания, словно шоу «Минута славы»? Избирательный залог должны представляться не позднее 6 декабря. Случайные правители. Один не хотел, второй ел манты, а третьему помог влиятельный друг. Как в Кыргызстане выбирали президентов? Например, не стремился в президенты. Так получилось. Разговор без галстуков о галстуке, драконах и не только. Садыр Джапаров на этой неделе пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Почему я не ношу галстук? Я просто не ношу. Мне кажется, он как будто душит. Манас Чи, который напомнил миру о великом наследии кыргызов. Дөлет Сыдыков установил рекорд по длительности сказывания эпоса «Манас». Всем добрый вечер. Это программа «Итоги недели». Сделаем обзор наиболее важных и интересных событий уходящей недели. Меня зовут Манас Аджигитов. Садыр Джапаров сложил с себя полномочия исполняющего обязанности президента и временно приостановил полномочия премьер-министра. Накануне он подал уведомление в ЦИК о намерении участвовать в досрочных выборах главы государства. Отмечу, что по закону исполняющий обязанности президента не может баллотироваться. Соответственно, Джапаров передал президентскую власть спикеру парламента Таланту Мамытову. А исполнять обязанности премьера будет первый вице-премьер Артем Новиков. Закон, кстати, позволяет, если даже Садыр Джапаров проиграет на выборах, он может возобновить свою работу в качестве главы Кабмина. А если победит, то парламенту предстоит утвердить нового премьера. Перед тем, как подать в отставку с должности исполняющего обязанности президента, Джапаров сделал заявление. Дорогие соотечественники, как вы знаете, в нашей стране идет процесс подготовки к президентским выборам. Я тоже сегодня подал заявление для участия в выборах на пост президента. В этой связи я обращаюсь к вам. Массовые нарушения законодательства во время парламентских выборов стали причиной народных волнений 5-6 октября. В акциях протеста в городе Бишкек и других регионах участвовали тысячи людей. Они потребовали проведения повторных выборов и отставки президента. В результате Центральная избирательная комиссия была вынуждена отменить результаты выборов 4 октября. По требованию народа прежнее правительство ушло в отставку, и в порядке, определенном в Конституции, было сформировано новое правительство. Сооронбай Жээнбеков добровольно сложил с себя полномочия президента. Несомненно, это было одним из судьбоносных событий в Кыргызстане в начале 21 века. Эта победа стала победой всего народа Кыргызстана. Народная власть за короткое время восстановила стабильность в общественно-политической жизни страны. Все международные обязательства, а также подписанные к настоящему времени двусторонние и многосторонние соглашения и договоры выполняются в полном объеме. В то же время, дорогие соотечественники, у нас есть очень важные и сложные задачи, которые нам нужно решить, не откладывая. Во-первых, идет подготовка к конституционной реформе. В ближайшие дни проект новой Конституции будет подготовлен. Его внесут на рассмотрение Жогорку Кеңеша. При рассмотрении изменений в основной закон будут учтены предложения каждого гражданина страны. Если проект новой Конституции будет поддержан народом, в стране будет создана новая система правления. Во-вторых, как известно, Жогорку Кеңеш принял соответствующий закон, и я его подписал. Согласно ему, следующие парламентские выборы планируется провести весной 2021 года, после завершения конституционных реформ. В-третьих, Центральная избирательная комиссия назначила досрочные президентские выборы на 10 января будущего года. Дорогие соотечественники, в связи с этим
Как ранее заявлял, я решил сложить с себя полномочия президента страны, а также приостановить должностные полномочия премьер-министра Кыргызской Республики и как рядовой гражданин буду участвовать на предстоящих президентских выборах. Далее обязанности президента Кыргызской Республики согласно основному закону будет исполнять Төрага Жогорку Кеңеша. Хочу поблагодарить все политические силы, общественных деятелей, представителей гражданского общества, медиасферы, научной и творческой интеллигенции, поддержавших мою кандидатуру. Выражаю большую благодарность депутатам Жогорку Кеңеша, которые, учитывая сложившуюся политическую ситуацию, несмотря на давление различных политических сил, трижды оказали мне доверие. Помимо этого, благодарю руководителей всех ветвей государственной власти, государственных и местных органов за совместную работу. Ко всем своим будущим оппонентам отношусь с уважением и желаю им успеха. В то же время призываю не допустить разделения страны на север и юг, на регионы или родственников. Сохранять мир и стабильность в стране, интересы народа и государства ставить выше личных амбиций. Мир в стране, единство народа и безопасность нашего общества – это самые важные вещи. Для нас всех судьба нашего государства и родного народа должны быть дороже всего. Мы все являемся кыргызстанцами. Мы единый и многонациональный народ. У нас разные политические взгляды, но наша цель одна – обеспечить светлое будущее нашей стране, Кыргызстану. Желаю всем своим соотечественникам крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия. Да будет мир, единство и согласие в нашем народе и в нашей любимой стране. Пусть процветает наше государство. Наш девиз – «Единый народ, развитая страна». Благодарю за внимание. Ну а в четверг Садыр Джапаров провел для журналистов свою первую пресс-конференцию. На посту временного президента он пробыл практически месяц. 16 октября, напомню, после отставки Сооронбая Жээнбекова и отказа Каната Исаева временно просидеть в кресле главы государства, Джапаров стал одновременно и премьером, и исполняющим обязанности президента. За месячный срок им было принято очень много кадровых решений. Одни их приветствовали, другие возмущались, и на фоне критики в составе правительства менялись лица. В Кабмин, возглавляемый Джапаровым, вскоре вошли также люди, которые его яростно критиковали. Немало разговоров и относительно новой антикоррупционной кампании, объявленной новой властью. Месяц пребывания Джапарова у руля государства действительно был богат на громкие задержания. ГКНБ и Финпол, словно соревнуясь между собой, сообщают о выявлении коррупционных схем и задержаниях экс-чиновников, прокуроров, судей. Сам Джапаров уверяет, что это реальная борьба с коррупцией и обещает ее продолжить. О чем еще говорил Джапаров на своей пресс-конференции, мы сделали подборку наиболее важных его заявлений. Сейчас готовится проект Конституции специалистами из разных сфер. Скоро он будет представлен парламенту, только проект. В парламенте его будут обсуждать вместе с общественностью. Что касается одномандатных выборов, то это опять требование всего народа. Мы стараемся учесть мнение всех политических сил. Будет и одномандатная система, и партийная. 55 депутатов будут избираться через партии, остальные по одномандатной системе. Число депутатов предлагается сократить до 90. Я прошу силовые органы не устраивать гонения на инвесторов, а наоборот создать для них все условия. А так я готов стать во главе защиты инвесторов. Никаких гонений не будет. За последний месяц я принял более 100 инвесторов, из них 50 крупные инвесторы. Ранее с инвесторов просили до 50 тысяч долларов, только для того, чтобы завести их к президенту. Потом еще просили у них долю, чтобы контролировать их. Отныне не будет такого, чтобы их крышевали какие-то отдельные личности. Между государством и инвесторами будет соглашение.
жетим тоо мененби же башка жак мененби. Мы сами будем разрабатывать JETIMTO. Мы ищем пути выплаты долга Китаю, они есть, и мы их найдем. Что касается информации о том, чтобы отдать месторождение, это сплетни. В JETIMTO есть запасы более 5 миллиардов тонн железа. Это около 50 миллиардов долларов. Мы обсуждали вариант отдать долг сырьем, и этот вариант все еще рассматривается. То есть без участия ни одного иностранного государства, только сырье. Вот, допустим, Каракече. Это просто гора. С ее краев забирают уголь и перевозят. JETIMTO такая же гора. Ее тоже можно также разрабатывать и продавать сырье по мировым ценам. Так мы можем за один год выплатить около 1 миллиарда долларов внешнего долга. Что касается сбора средств с народа, министр финансов, как президентский фонд, открыл счет в банке. Открыть счет просили люди, бизнесмены, зажиточные люди, чтобы внести свой вклад в погашение внешнего долга. Только поэтому открыли. Конечно, есть и те, кто против, но никто никого не заставляет. Это просто открыто по просьбе народа. Башаламандыкты пайдаланып, Появились силы, которые, воспользовавшись беспорядками, хотели разжечь межнациональную рознь. Кроме того, появились силы, которые хотели спровоцировать конфликт на границе. Это страшнее, чем сегодняшний COVID-19. Если вспыхнет межнациональный конфликт, то коронавирус станет малозначимой проблемой. Поэтому мы должны делать ту работу, которая вызывает наибольшие опасения. Я поэтому встречался с народом, чтобы провести профилактику. Для этого нужно было встречаться с людьми с глазу на глаз. Это более эффективно, чем делать обращение через СМИ. Кроме того, нужны были встречи с диаспорами за закрытыми дверями. геосаясат боюнча биз адистер менен аксакалдар. Что касается геополитики, то мы ведем работу, советуясь со специалистами и аксакалами. Мы стараемся ее вести без ошибок и упущений. Какой бы ни был проект, с кем бы он ни был, с Китаем, Россией, соседними странами или с европейскими странами, то все соглашения будут продолжены. 2010 жылкы окуя боюнча В событиях 2010 года окажутся виноватыми не только Бакиевы. Виноваты и другие, если справедливо все расследовать. Мы еще не дошли до этого дела. Мы обязательно поднимем этот вопрос. Вопрос в течение 10 лет поднимается. Об этом говорили предыдущие власти. Но я пока не дошел до этого дела. Моя позиция в том, что я продолжу это дело. Я не превращаюсь в дракона. Я уверен в этом. Мы должны извлекать уроки от прошлого. Ошибки прошлых я не буду повторять. Поэтому я могу гарантировать, что не превращусь в дракона. Галстукту мен жөн эле таккым келбейт мындай. Почему я не ношу галстук? Я просто не ношу. Мне кажется, он как будто душит. Мне неудобно. Только в этом причина. Вот вчера же надел, на заседании ШОС. Пришлось надеть, потому что это встреча с лидерами других государств. Накануне в Центр избиркоме завершился прием уведомлений от желающих баллотироваться в президенты. Их число, конечно, не побило рекорд 9-летней давности, когда, напомню, заявление в комиссию подали 83 человека. В этот раз вышло вдвое меньше. В соседних странах, например, даже такое количество претендентов на пост президента представить сложно. Там у них, как правило, бывает один бессменный фаворит и пара-тройка статистов. Представить взвод кандидатов невозможно и в Соединенных Штатах. Американцы столетиями выбирают президента между 2, максимум 3 политиками и не жалуются. А у нас президентом хотят стать, если не все, кому не лень, но очень многие. Даже не знаю, гордиться этим или стыдиться. Одни называют это признаком демократии, другие считают, что такой серьезный политический процесс, как выборы президента, превращается в ярмарку тщеславия. Некое реалити-шоу для бесплатного пиара малоизвестных личностей. Бесплатного ровно до того момента, пока Центр избирком не потребует залог в 1 миллион сомов. Многие из них не станут рисковать такой суммой, зная свои смешные шансы на победу. Впрочем, если президентская кампания кому-то просто способ пропиариться, кажется, есть среди претендентов те, кто реально надеется на его величество случай. А вдруг повезет? Вдруг сложатся так обстоятельства, и неожиданно для всех он возглавит страну. Возможно ли такое вообще в Кыргызстане? Как показывает история, возможно. В нашей стране за 30 лет независимости сменилось 5 президентов. И как минимум 3 из них, сами в этом открыто признавались, даже во сне не могли представить, что станут главой государства. Один был далеко от родины, мечтал стать светилом мировой науки, но сел в президентское кресло
Второй не понял, как изгнали первого, потому что в это время манты ел, а третьему крупно повезло. У него был друг, и не просто друг, а друг-президент. Я, например, не стремился в президенты. Так получилось. Так получилось. Я не ставил себе целью идти в руководители страны в 90-м году. Не хотел, но так получилось. Эту избитую фразу потом скажут и его преемники. Но из уст Аскара Акаева она, пожалуй, звучала более правдоподобной. Он, как вспоминали некоторые депутаты легендарного парламента, действительно не рвался в президенты. Но так сложились обстоятельства. К осени того года Советский Союз уже практически трещал по швам. В большинстве союзных республик были учреждены должности президента, а верховными советами на эти посты в основном были избраны первые секретари республиканских компартий. Например, Нурсултан Назарбаев стал президентом Казахской ССР, Ислам Каримов – Узбекской, Кахар Махкамов – Таджикской ССР. Оглядываясь на соседей, казалось, что президентом Кыргызской ССР станет многолетний партийный функционер, первый секретарь ЦК Компартии Кыргызстана Абсамат Масалиев. Но ни он, ни Апаз Джумагулов, ни Джумгалбек Аманбаев в итоге не смогли набрать большинство голосов членов легендарного парламента. Тогда, говорят депутаты, обратились стать президентом к Чингизу Айтматову. Но именитый писатель отказался и назвал кандидатуру Аскара Акаева, работавшего в те годы в Москве молодого ученого-физика, набиравшего популярность в научных кругах, но практически неизвестного кыргызстанцам. Говорят, депутаты тут же бросились искать Акаева. Долго не могли найти телефон квартиры академика Самарского, у которого тот гостил. В итоге нашли, и той же ночью Акаев прилетел во Фрунзе. И вот, как те дни потом вспоминала его жена Майрам Акаева. На Фрунзе и Алма-Ату ночных рейсов не было, только ВОЖ на 2:30 ночи. Однако, когда муж приехал в аэропорт, выяснилось, что самолет на Фрунзе задержали на 6 часов. Ему отдали билет. Мама Аскара Акаевича потом сказала: это божья помощь. Муж ушел утром на сессию. А я подумала, если победит, чем буду угощать гостей? Быстро начала делать манты. Угощала ли чита Акаевых потом своих гостей горячими мантами, осталось неизвестным. Но это блюдо спустя 15 лет, как бы это ни иронично или смешно не звучало, сыграет свою роль в жизни еще одного политика, ставшего президентом. Ну а про случайность избрания Акаева говорят до сих пор. Он, конечно, честно набрал 177 голосов депутатов Верховного Совета, но если бы не протекция президента СССР Михаила Горбачева, писателя Чингиза Айтматова и директора КГБ Владимира Крючкова, по словам свидетелей тех событий, вряд ли молодой, неискушенный в политике физик стал бы главой государства. Но Акаева это волновало уже меньше всего. Через год он закрепил свое президентство всенародным голосованием, а затем сказал свою знаменитую фразу. Я думаю, что у нас есть все шансы стать в 3-м тысячелетии Швейцарии и Центральной Азии. Все шансы для этого имеются. Когда мне позвонили, говорят, драка, а потом, думаю, драка, говорю, что ж теперь, там, говорю, милиция есть, наверное, 2-3 заберут, на этом успокоиться. Через 15 минут снова звонок, уже, говорит, в Белом доме, как, говорю, в Белом, да вы что, да, вот только отъехали, обедать собрались. А вот так о событиях 24 марта 2005 года Курманбек Бакиев рассказывал российским журналистам. Позже, опять же, в каком-то интервью он повторил, что не понял, как произошла та революция, потому что в это время манты ел. Эта фраза Бакиева потом в Кыргызстане превратилась в устойчивую идиому. Готовый ответ на любой вопрос о неосведомленности того или иного события. Кто сломал вазу? Не знаю, я манты ел. Как сыграла сборная? Не видел, я манты ел. А вы знаете, с кем Бакиев 24 марта в обед манты ел? Это был Данияр Усенов. Тогда Усенов приехал только что из Казахстана. Потом 25-26 марта Усенов делал заявление. Если посмотрите в архивах, можете найти. Он тогда сказал, что вот $1 миллион в помощь новой власти. Затем он открыл предвыборный штаб Бакиева и возглавил его. Манты Бакиев ел с одним Усеновым, но в президенты, говорят, его возвел другой Усенов. Речь про Усена Садыкова. Одни этого человека называли серым кардиналом, другие
Другие, как, например, Омурбек Текибаев, уважительно или с сарказмом Усена К. Но почему выбор пал именно на Бакиева? Постоянными оппонентами Акаева были Алмазбек Атамбаев, Омурбек Текибаев, Адахан Мадумаров. Позже к ним примкнули Роза Утунбаева и Азимбек Бекназаров. Феликс Кулов тоже был в оппозиции, но на тот момент сидел в тюрьме. А Бакиев практически до 2004 года, как вспоминают журналисты-обозреватели, был политиком без особых примет. Работал когда-то директором завода, затем был губернатором в Джалабадской и Чуйской областях. В 2000-м даже возглавил правительство страны. И все вокруг, если и говорили о нем, то как о надежном члене команды Аскара Акаева, пока не грянули аксийские события. После них Бакиев подал в отставку. И даже тогда общественность не придала этому большого значения. Но в отличие от раннего Акаева, у Бакиева, как вспоминает спикер парламента тех лет Абдаганыр Кибаев, были гигантские амбиции непременно стать президентом. Помог ему в этом Усен Садыков. Аксакал подковерной политики, словно предвидя бегство Акаева за год до революции, привел Бакиева в стан оппозиции. А после взятия Белого дома, говорят, именно Садыков убеждал остальных поддержать Курманбека Салиевича и уговорил Кулова пойти с ним в тандеме на президентские выборы. Усен К потом возглавил администрацию президента. А Железного Феликса через 1,5 года сняли с должности премьера. После того пируэта в политике Бакиев через год показал, как это надо делать уже в танцах. Бывший президент понесет ответственность по всей строгости закона перед кыргызским народом. Как и Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева пришла к власти в результате народных волнений. Только в ее случае ситуация была гораздо сложнее. Кровавые события в апреле 2010-го, трагедия в июне с многочисленными жертвами. Как вспоминают некоторые члены созданного тогда временного правительства, временно возглавить страну вызвалась Роза Отунбаева. Всего на 1,5 года, пока не пройдут новые президентские выборы. Такой расклад революционеров устроил. Впереди намечались парламентские выборы по партийной системе. Отунбаеву, правда, потом один из соратников по революции стал называть самозванкой, упрекая тем, что ее народ не выбирал, а лишь попутно закрепил ее в должности, голосуя на референдуме по новой конституции. Хотя до этого хвалил и рукоплескал ей. Чем отличается новый президент от прежних двух периодов? Ананджо периода. Отличие одно: новый президент, настоящий мужчина. Ни в одном избирательном бюллетене не было не то что фамилии кандидатов в президенты, не было даже намек, что идут выборы президента страны. Пусть и 1,5 года, но это очень важный выбор. Кто-кто, а Атамбаев к своему президентству шел очень долго. Первую попытку быть избранным он предпринял в 2000 году. Основным оппонентом тогда Акаеву он, конечно, стать не смог. Главным его противником считался Феликс Кулов, но милицейский генерал отказался сдавать языковой тест. Победил те выборы, естественно, в кавычках, Аскар Акаев с 74% голосов. Омурбек Текибаев пришел вторым, а Атамбаев тогда набрал около 6% и стал третьим. После мартовской революции 2005 года Алмазбек Шаршенович сначала подал заявление в ЦИК, но потом его отозвал в пользу тандема Бакиев-Кулов. Поработав больше полугода министром промышленности, Атамбаев вновь ушел в оппозицию. Потом опять сошелся с Бакиевым и возглавил уже правительство. Но всего на 8 месяцев. После отставки Атамбаев стал единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах в 2009 году. Бакиев тогда был избран на 2-й срок, а в следующем году грянула уже апрельская революция. Атамбаев вскоре вновь стал премьер-министром, а в октябре 2011-го наконец-то добился своей мечты. Его избрали президентом. За несколько лет до окончания президентских полномочий Атамбаев почти на каждой своей пресс-конференции почему-то сообщал, сколько ему еще осталось быть у руля государства. А журналисты всякий раз пытались узнать у него, готовит ли он себе кого-то в преемнике. Атамбаев заявлял, что не будет никакой операции. И клятвенно обещал, что следующего президента выберет народ, а не он. Но своего слова в итоге не сдержал. Все, в принципе, и так догадывались, что пост главы государства он оставит кому-то из своих соратников. Интрига лишь оставалась, кому именно. Одни предлагали, что Сапару Исакова, другие считали,
считали, что тот еще молод для президентской должности и выдвигали версию, что ставка будет сделана на Калыкбека Султанова. Но Атамбаев вновь всех удивил. И, кажется, включая даже того человека, которого выдвинул. Сооронбай Жээнбеков потом признавался, что ему даже во сне не снилась не премьерская должность, а президентская тем более. Если честно, я даже не думал об этом, и премьерство мне не снилось. Раз партия решила выдвинуть мою кандидатуру, я согласился. Конечно, это ответственный пост, и, естественно, я переживаю. Однако я сделаю все, чтобы оправдались надежды народа и депутатов. В ходе предвыборной гонки Атамбаев разъезжал по стране, откровенно агитировал за своего друга, параллельно устроив словесную травлю другому кандидату Омурбеку Бабанову. Вся государственная машина в тот период была задействована в пользу президентского кандидата. Черный пиар и админресурс сделали свое дело. Кандидат, который имел в рейтинге всего 3%, потом Атамбаев в этом признался и просил за это у народа прощения, в итоге набрал больше половины голосов избирателей. Аманбол, вақытлы болса кедосым, элімізге ақ жолтой, ажа болса кедосым. Амин. Амин. В Кыргызстане за 30 лет сменилось 5 президентов. Первые 2 в изгнании, 4-й сидит в тюрьме, а 5-й загнал сам себя под домашний арест. На публике появляется редко, на улицу выходит лишь по пятницам. В народе часто можно услышать, что правителем становится избранный, тот, кому это предначертано высшими силами. Глядя на бывших, сказать такое можно с большой натяжкой. Скорее, в их избрании решение принимал исключительно его величество случай, а не народ. Елена Яковлева, Александр Симонов, НТС. Итоги недели. На минувшей неделе произошло еще одно очень важное событие. В Бишкеке в четверг на площади Алато вновь было многолюдно. Но это был не митинг с политическими лозунгами, не пикет недовольных граждан. На площади в тот день собрались люди, чтобы стать свидетелями уникального события. Манасчы Дөөлөт Сыдыков выполнил все условия своей заявки и вошел в книгу рекордов Гиннесса как сказитель, который дольше всех непрерывно рассказывал эпос Манас. Он побил свой предыдущий рекорд и установил новый – почти 14,5 часов. Без пауз для питья и еды, не сдвигаясь с одного места. Он начал рассказывать Манас утром, и казалось, что он уже не остановится. Поздно ночью его пришлось прервать. Иначе, говорят те, кто был с ним рядом, дальше продолжать было опасно для его здоровья. За всем происходящим следили наши журналисты. В их материале не только про рекорд Дөөлөта Сыдыкова, но и про феномен уникальных манасче. Айтунук Жомарт-кызы и не помнит, когда в последний раз была на главной площади. Прошло много времени, да и события, которые происходили на этом месте, различные митинги, ежедневные протесты, ее совсем не радовали. Но сегодня для девушки особенный день. Уверенными шагами с тростью в руке она дошла до памятника великому Манасу. У Айтунук Жомарт-кызы врожденная слепота. Сегодня она познает все истины кыргызского эпоса. Воспевать его будет известный манасче Дөөлөт Сыдыков на протяжении 14 часов. Для того, чтобы понять, о чем говорится в эпосе, мало просто слушать или видеть. Надо интуитивно чувствовать и пропускать все действия, которые происходят в эпосе. Замечательный рассказ. Он помогает собраться с силами и жить с высоко поднятой головой. Ведь я знаю, кем были мои предки. Важно уметь анализировать, сравнивать. А если среди нас такие герои, которые стояли бы за свой народ до последнего? В наше время очень важен дух патриотизма. Я очень рада, что сейчас здесь нахожусь. От радости даже слезы на глазах. В народе эпос Манас является символом патриотизма и духовным идеалом. Эпическое повествование о борьбе против внутренних врагов в исполнении известного манасче началось на центральной площади Алато в 9:43 утра.
На протяжении всего дня к площади съезжались десятки зрителей, чтобы поддержать Даулета Сыдыкова. Мероприятие было организовано, чтобы зафиксировать самое продолжительное сказывание Манаса в книге рекордов Гиннесса. Специально для этого на площади установили юрту высотой 5 метров. По словам Манасчи, это было одним из условий, чтобы войти в книгу рекордов. Даулет Сыдыков с первых минут своего рассказа погружается в транс. С первых строчек описывает богатырскую мощь Манаса, исходя из своего представления мира героя. По варианту Саакбая Каралаева начинает исполнять отрывки «Каныки пускает на скачки Тайтуру» и «Спор семи ханов». В этот момент на центральной площади столицы можно было увидеть почти всех известных деятелей культуры, политиков. Все они с замиранием сердца слушали сказителя, подбадривали Манасче напутственными словами, которые как никогда нужны ему в этот момент. Находились и те, кто сомневался, говоря, мол, Сыдыков не сможет непрерывно рассказывать 14 часов, но сомнения были ни к чему. Известный Манасчи до этого мог без подготовки рассказывать эпос на протяжении 12-13 часов. Мы еще раз должны быть горды. В мире нет аналогов Манасу. Сыдыков еще раз это подтвердил. Например, нам всем известно, чего только нет в книге рекордов. Фиксируют людей, которые дальше всех плюют, людей с самыми длинными ногтями. Но ведь любой человек может это сделать. Но рассказать Манас 14 часов не под силу каждому. Тохтуназар Султанбаев, которому за 60, пришел на площадь рано утром со своим сыном Кутманбеком. Отец хочет познакомить его с кыргызской литературой и культурой своих предков. Говорит, сын должен знать, кем был Манас. Это мой самый младший сын. Он будет расти на моих руках. Хочу, чтобы он знал, чем жили кыргызы, кто наши предки, какие подвиги они совершали. Пусть с малых лет берет пример. А вот и первый снегопад. Но уходить с площади никто не спешит. С одной стороны холодно, с другой, кажется, и погода обнадеживает. Я сюда приехала, когда было 4 часа 45 минут. Вышла после работы и прибежала. Со мной мои студенты и коллеги. Мы очень рады. Манасчи Даулет Сыдыков установил новый мировой рекорд. 14 часов, 27 минут, 51 секунду он бесперерывно рассказывал эпос Манас. Рекорд мог стать еще длиннее, но Манасчи было решено остановить, чтобы не принести урон его здоровью. dedim, çimmirilli babalak, topçu göçürü dedim, türtü bastı çiğinden, havalı kaçtı biyinden, mınna kızık baştaldı, birrin attı bir getip. А это юный Манасчи Умет Даулетов. Его называют маленьким напарником Саакбая. Мальчик – знаменитость республиканского масштаба. Рассказывает Манас с 3 лет. Несмотря на свой юный возраст, у него уже несколько наград. Выступления перед президентами и звание отличника культуры. Встретились с маленьким Манасчи в горах. Говорит, они помогают ему не волноваться. Смуглый мальчишка с узкими карими глазами улыбался так, что казалось, что он жмурится. Уже через минуту улыбка исчезла с его лица. Глаза обретали строгое выражение, и он походил на взрослого мудрого человека. Неизменно было одно – искры в его глазах. Тоғы шығып айтқанда, қадимкідей кетесің, образға берілі болып. Ушақ ушым, негізі тоғы шыққанда мен көбірек айтам. Мальчику сейчас 16 лет. Предки Умета были такими же сказителями, как и он сейчас. Их талант передавался из поколения в поколение. Умет начал рассказывать эпос сам по себе уже в 3 года. Он словно входил в транс, видел события героического эпоса и описывал их остальным.
Когда мне было 3 года, сказал отцу: давай я тебе расскажу Манас. В 4 года мне приснился сам Батыр. Во сне сражались Манас и Конурбай. Помню, что была ровная местность, где росла зеленая трава. Наверное, это было Джайло. С 2 сторон полыхал огонь. В один момент Манас, оставив копье, взял в руку меч и ударил Конурбая. Затем я проснулся. В 2013 году Умет вместе с другими Манасчи и Карганбеком Самаковым ездил в Азербайджан на конференцию ЮНЕСКО. Самаков был председателем экспертной комиссии по включению трилогии эпоса Манас в ЮНЕСКО от имени Кыргызстана. Подвижный и энергичный мальчишка не сидел на месте, даже давая интервью. Казалось, что энергии в нем столько же, сколько строк в эпосе Манас. Он был искренним и открытым, не пытался играть на камеру, не менял голос, пока его снимали на видео. Умет даже снимался в фильме о сказителе Саакбае Каралаеве, сыграл его в детстве. В селе праздновали Наурус. Мне сказали рассказать отрывок из эпоса. Тогда я был маленьким. Моя мама сильно стеснялась. Думала, что я забуду слова и остановлюсь. Папа сказал нет, верил в меня. И я начал рассказывать. Как и предполагала моя мама, я остановился. Папа держит микрофон, говорит мне, чтобы я продолжал. От безысходности сказал, что купит торт. Дальше подошел представитель Айлок Муту и дал мне 500 сомов. Я взял деньги, все смотрели на меня. И положил под низ ковра. И продолжил свой рассказ. Ну а этого мальчика зовут Улук Кубанычбеков, тоже юный сказитель. Ему всего 9 лет. Хочет, как Умет, непрерывно рассказывать Манас. Сейчас он учит строки эпоса из книг. Мальчик говорит, что понимает ответственность перед своими предками, сказителями эпоса Манас. Мои прапрадеды рассказывали Манас, были одними из лучших сказителей эпоса. Я научился рассказывать Манас еще в школе. Поддерживали меня мои одноклассники и учителя. В 20 веке многие беспокоились, не уменьшится ли количество людей, интересующихся трилогией, и найдутся ли люди, которые продолжат традиции сказителей. Однако рассказчики доказывают, что носителей этого вида искусства еще много. Наставники готовят и обучают молодых, даже была создана организация «Юный Манасчи», которая проводит конкурсы для начинающих сказителей. Улукмырза Эркинбеков, занявший 1-е место в республиканском конкурсе юных Манасчи в 2019 году, вошел в мир Манаса в возрасте 10 лет. Сейчас в 15 лет он уже как опытный сказитель. Он родился в Бишкеке, учился в русскоязычной школе, где не говорил по-кыргызски. Читая Манас, говорит, выучил свой родной язык. Я раньше даже не говорил на кыргызском языке. После того, как начал читать и узнавать про Манаса, научился не только говорить, но и рассказывать Манас. Мы должны брать уроки из строк эпоса. Многое сейчас повторяется. В Кыргызстане 25 известных Манасчи, 15 из которых это представители среднего и старшего поколений, остальные – молодые ребята. Эпос Манас – это бездонный исторический справочник кыргызского народа. Он описывает традиции, обычаи и верования на протяжении нашей истории, отражает многие исторические события, борьбу за власть, отношения между племенами и другими народами. Повествует о народных сказках и нравственных ценностях, которые сейчас так необходимы обществу. В эпосе говорится, что после смерти Манаса внутренние междоусобицы среди кыргызов возросли, началась борьба за власть. Сейчас мы не можем даже извлечь урок из готовой шпаргалки. В Манасе говорится, каким должен быть хан, как должна строиться семья. Например, когда Батыру предложили стать ханом, то он не согласился сразу, хотя все принимали его ханом.
Саякбай Каралаев, Сагынбай Урозбаков, Уркаш Мамиталиев, Джусуп Мамай. Это личности, которые помогли сохранить великий народный эпос. Кыргызы, которые на протяжении своей тысячелетней истории вели кочевнический образ жизни и не умели писать, читать, должны быть благодарны именно носителям Манаса. В сегодняшнем глобализированном мире у многих людей нет возможности слушать Манас днем и ночью. Чтобы выйти из этой ситуации, мы должны быть заинтересованы в распространении ценных строк эпоса, говорят манасчики. С помощью современных технологий, думаю, можно привить Манас каждому. Выпустить электронные книги, в котором будут содержаться рассказы о подвигах. Но не должны забывать о традиционном сказании – рассказывать эпос днями и ночами. Как говорил Чингиз Айтматов, эпос Манас является сияющей вершиной всего кыргызского духовного наследия, который идет из глубин веков. Чтобы извлечь из эпоса Манас необходимые современному обществу уроки идеологии, философию жизни, манасчи необходимо посвятить этому произведению все свое время. Но для этого должны создаваться условия. Государство должно выплачивать зарплату, признав манасчи профессией. Например, этнические кыргызы, которые проживают в Китае, получают зарплату и пенсию по старости. В Кыргызстане же сказители поддерживают лишь частные предприниматели, благотворительные неправительственные организации. Кубат Кубанычбекулу, Тынчтык Кенжебекулу, Чанарбек Дохтурбекулу. Итоги недели. На этой неделе в страну пришли первые холода, а вместе с ними и ставшей уже традиционной проблема смога в столице. С началом отопительного сезона Бишкек накрывается темной завесой дыма и гари. Жители жалуются, что им нечем дышать. Тему начинают активно обсуждать в обществе, искать причины и спорить, кто же так сильно загрязняет воздух. Трубы столичной ТЭЦ, сотни тысяч автомобилей с выхлопными газами. Или все-таки жители частного сектора вынуждены отапливать свои дома углем. Вопрос чистоты воздуха на самом деле далеко не праздный. По данным ООН, ежегодно в мире из-за грязного воздуха умирают около 7 миллионов человек. А немецкие ученые связали 15% всех смертей от коронавируса с долгосрочным загрязнением окружающей среды. Проблемой серьезно встревожены и наши медики. Бишкек уже несколько лет подряд с наступлением холодов выбивается в лидеры рейтинга самых загрязненных городов мира. В стране растет число легочных болезней, которые ранее считались редкими. Что делать? Как решить проблему грязного воздуха? Ответ у всех один. Нужно переходить на экологически чистое топливо. Последние несколько зим Бишкек регулярно попадает в число городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. По мнению экологов, основная причина образования смога – это дым от печного отопления. Согревают жители столицы свои дома не только углем. В ход идут лоскуты материала – автомобильные покрышки. Как раз таки датчики, установленные в частном секторе, показывают, что загрязнение очень высокое. Потому что еще трубы не очень высокие, давление, и вот эти все факторы, географическое положение и так далее. Есть даже исследования по внутреннему загрязнению воздуха, где есть печи внутри, и особенно там страдают дети, у них астмы, аллергия, и взрослые, конечно, тоже страдают. Недавно немецкие ученые доказали, грязный воздух напрямую влияет на распространение коронавируса и смертность от него. Мельчайшие частицы угольной сажи, соединения тяжелых металлов переносят молекулу вируса, поэтому и в тех городах, где есть смог, заражение происходит сильнее и быстрее. Эти частицы, которые мы называем PM2,5, PM10, способствуют быстрому проникновению коронавируса в организм человека. Поэтому мы все должны стараться сделать так, чтобы особенно в холодное время года как можно меньше воздух был загрязнен. Это касается загрязнения воздуха в окружающей среде в крупных городах и загрязнения воздуха внутри дома, в сельской местности, где используют печное отопление, особенно кустарного производства железных печей, и используют твердое топливо, уголь, кизяк. Выброс дыма идет внутрь помещения, и там очень много твердых частиц. Из данных, которые приводит Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина, следует, что из всех видов органического топлива газ меньше причиняет вреда окружающей среде и здоровью людей. В атмосферу попадает в 5 раз меньше оксида азота, чем при сжигании угля, в 2 раза меньше диоксида углерода, а вот пыли в 400 раз меньше. Диоксида серы вовсе не образуется. Газификация давно стала одним из решений экологических проблем в странах Азии и Европы. В столице Казахстана Нур-Султане озаботились этим вопросом минувшим летом.
Газификация частного сектора и перевод ТЭЦ на газ позволит значительно очистить воздух. Сейчас мы наблюдаем смог в городе. Процесс газификации разделен на несколько лет, в течение которого город постепенно будет отходить от угля. Чтобы решить проблему смога в городе Бишкек, в мэрии также призывают граждан отказаться от твердого топлива. Тем более, что с каждым годом все больше столичных жилмассивов получает доступ к природному газу. Сейчас работы по газификации идут в 6 жилмассивах. Это столичные жилмассивы Чонарык, Киргизия-1, Энтымак, Алтын-Ордо, а еще села Александровка и Гавриловка Чуйской области. Протяженность прокладываемых газораспределительных сетей составит около 170 километров. В момент начала деятельности «Газпром Кыргызстан» общее количество абонентов, пользующихся газом, было порядка 290 тысяч. На данный момент это количество достигло 360 тысяч. В рамках программы газификации населенных пунктов в Кыргызской республике за время деятельности компании было построено свыше 875 километров уличных вот таких газопроводов, которым была возможность предоставлена подключиться более чем 36 тысячам домохозяйств. Если говорить о населении, то это почти 180 тысяч граждан республики. В 2018 году в столичном жилмассиве Алато начались работы по газификации. Год спустя в доме жительницы этого жилмассива Эркин Биктеновой появился газ. Вот уголь надо было таскать, да? Вот представляете, вот мы идем, вот там у нас углярка. Вот оттуда нам надо было нести этот уголь. Ну, там можно, вот та дверь, да, углярки. Вот проходить, если учитывать, чтобы тепло было комфортно и днем, и ночью, то ночью один раз вставать надо было и топить. Эркин Биктенова рассказывает, что сейчас она экономит несколько тысяч сомов в месяц и всем знакомым рекомендует подключаться к природному газу. На дом площадью 160 квадратных метров платежи приходят всего на 4-5 тысяч сомов, что не раз ее удивляло. Когда было комбинированное отопление, уголь и электроэнергия платили в разы больше. В зимнее время за электроэнергию на отопление мы платили где-то порядка от 7 до 9 тысяч в зимний период. Угля мы расходуем где-то, в среднем 3-4 тонны. Если взять стоимость с учетом, когда привезти и так далее, получается, это тоже недешево. Отметим, в соответствии с генеральной схемой газоснабжения и газификации Кыргызстана до 2030 года планируется обеспечить голубым топливом около 400 населенных пунктов. Болт Исаев, Анастасия Соболева, Диас Сакимбаев, НТС. Итоги недели. На этом все. Вы смотрели «Итоги недели». С вами был Манас Ачгитов. Увидимся через неделю.